Пространство Дома ветеранов, наполненное тишиной и уважением к прожитым годам, сегодня оживилось благодаря теплой атмосфере общения. Спикер обратилась к собравшимся с проникновенной речью, затронув самые глубокие струны души каждого присутствующего. Основной акцент был сделан на важности сохранения и передачи из поколения в поколение тех фундаментальных духовно-нравственных ориентиров, которые веками формировали самобытность ингушского народа. فليل ديزوي واقع جاغا زامخ جاغا ازدل لاخش دو حمد عليا بني قيرة اصبح ندوجه شاتع اميال ديتسي شاتع شوار خندعي اشتحيين يرسو. Собравшимся говорят о многообразии традиций, которыми славится ингушский народ. Это и уникальные обычаи гостеприимства, и строгие нормы уважения к старшим, и особые правила взаимопомощи в тейпах и сообществах, и, конечно, глубокое уважение к истории и предкам. Дедушки и бабушки с большим энтузиазмом включились в обсуждение. Они вспоминали, как чтились эти традиции в их молодости, как передавали знания от старших к младшим. Их истории полны теплоты, гордости за свой народ и искренней заботы о будущем. Каждый из них уверен, именно духовно-нравственные ценности помогали им преодолевать трудности и воспитывать достойное поколение. Это не монотонная лекция, а живой диалог, жизненный опыт старших. Их воспоминания стали бесценным дополнением к словам лектора. Взрослое поколение не просто слушали, но и делились собственными наблюдениями, поддерживали спикера, дополняли его рассказы личными примерами. Если мы сегодня перестанем выдвигать наши, так сказать, нравственные ценности, это в том числе и традиционные ценности, которые шли у нас из поколения в поколение, почитание старшим, уступать место старшим, к примеру, вот это их сегодня очень сильно волновало, и меня, как лектора в том числе, я видела этот обратный отклик от них, и я видела, точнее слышала то, о чем они говорят. Так что это сегодня актуально. Встреча в Доме ветеранов наглядно продемонстрировала, что духовно-нравственные ценности – это не абстрактные понятия, а живая ткань общества, которую нужно бережно поддерживать и передавать. И именно старшее поколение, опираясь на свой богатый жизненный опыт, играет в этом процессе ключевую роль, выступая хранителями мудрости и нравственными ориентирами для всех. Мадина Цора, Хасан Ивлоев, Магаз 24.